Здравствуйте! На канале Сахамедиа очередной выпуск программы «Акцент». И сегодня мы пригласили председателя совета директоров компании Silverberry Resources господина Криса Уэсдела. Отметим, что господин Уэсдел являлся послом Канады в России с 2003 по 2006 годы. Крис Уэсдел является бывшим послом Канады в России с 2003 по 2006 годы. Получил степень бакалавра в области политологии колледжа Сент-Джонс, Канада. Начал карьеру дипломата в 70-х годах со службы в Индии, Непале и Танзании. Период его работы в качестве посла Канады в России эксперты характеризуют двумя главными достижениями – гостеприимство и открытость. Господин Уэсдел, как вы оцениваете уровень доверия в настоящее время по отношению к России и, в частности, вот к субъекту России, Республике Саха-Якутия? В первую очередь, разрешите вас поблагодарить за приглашение на вашу программу. Я знаю, что «Акцент» — это программа, которая держит в курсе происходящего всех жителей Якутии. Как вы и сказали, я был дипломатом, и для меня было большой честью быть послом Канады в России с 2003 по 2006 годы. Но на данный момент я не занимаю служебных должностей и не могу говорить от лица Канады. Я могу лишь говорить от своего лица и от лица компании Silverberry Resources и от нашей компании «Прогноз». Что касается оценки уровня доверия России и Якутии в деловых кругах, в первую очередь я хочу сказать, что у России и Якутии есть огромный потенциал, а совокупность технологий, природных ресурсов и зарубежных инвестиций может сыграть свою важную роль в развитии региона. Я бы также хотел подчеркнуть, что с канадской точки зрения, несмотря на то, что Канада не так просторна, как Россия, и ни одна административная единица в мире не так широка, как Якутия, мы в Канаде тоже сталкиваемся с такими же проблемами территориальной доступности и климата, которые сравнимы с якутскими. Мы также сталкиваемся с суровыми условиями. У нас тоже есть зимники, оборудование, которое замерзает. И думаю, что наши технологии и подходы совместимы с вашими и актуальны в данном случае. Хочу добавить, что мы также понимающе относимся и проявляем сопричастность к нашим северным народностям. Таким образом, с позиции, в частности, Канады, хочу еще раз подчеркнуть, что у нас есть огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. С 2014 года многие западные страны ввели режим санкций в отношении России. Скажите, насколько они влияют на реализацию инвестиционных проектов и вообще на взаимодействие России с международным сообществом? Я считаю, что некое напряжение в политических отношениях Запада и Востока, а также санкции значительно ограничили зарубежные интересы инвестиций в Россию и в Якутию. Но все же, несмотря на неблагоприятный общий контекст, я думаю, что есть примеры успешного бизнеса и сотрудничества, такие как наша компания или как компания Kinross Gold, работающая на Дальнем Востоке, которая является одной из крупных золотодобывающих компаний из Канады. Эти примеры наиболее важны в данной ситуации, у них есть ценности, которые превосходят чисто коммерческую направленность проектов. Я считаю, что Silverberry Resources является хорошим примером успешных инвестиций в Россию и Якутию. Мы намерены продолжить развитие и будем надеяться, что общая обстановка улучшится со временем. Вас называют одним из авторов политики открытости Канады. И, в частности, там проживает большая диаспора якутян. Скажите, остается ли сейчас Канада настолько открытой? Да, Канада остается открытой для жителей России и Якутии. Мне известно, что в Канаде есть якутская диаспора рядом с Торонто. Я знаю лично некоторых представителей якутской диаспоры. Для меня было большой радостью принимать их на территории Канады, которая всегда останется открытой для якутян. Господин Уэсдел, в чем, по-вашему, привлекательность Якутии для мирового сообщества, да? А над чем нам еще надо предстоит поработать? Мне кажется, что привлекательность Якутии довольно ясна. Огромные природные ресурсы и богатства, потрясающая культура, а также, что важно, это правительство, которое поддерживает зарубежный бизнес и инвестиции. Конкуренция в инвестиционном мире довольно высока. Каждое государство должно стараться предоставлять поощряющие условия, и я считаю, что Якутия преуспела в этом плане. Мы видим, что правительство помогает, что законы и нормативы выстроены справедливо и честно применяются. Я думаю, что благодаря этим основам мы и другие компании сможем успешно вести свою работу в Якутии. Я был бы рад, если бы такая традиция продолжалась и далее.
Господин Уэздел, благодарю вас за то, что вы приняли приглашение, принять участие в нашей программе. Мы сегодня разговаривали с председателем совета директоров компании Silverberry Research, господином Крисом Уэзделом. Господин Уэздел в свое время работал послом Канады в России. На этом наша передача закончена. До свидания.